Рак молочной железы – общемировая проблема. По статистике, это заболевание занимает первое место среди злокачественных образований у женщин. На долю онкопатологии приходится до 16% всех видов рака. Заболеть рискует каждая 8-я жительница планеты. На 100 заболевших женского пола приходится 1 мужчина. К сожалению, и Абхазия не является исключением. По статистике, ежегодно у нас в стране выявляется около 100 новых случаев рака молочной железы. Нет какой-то волшебной таблетки или вакцины, которая уберегла бы от этого заболевания. Единственный надежный способ борьбы против рака молочной железы – превентивная диагностика. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют каждой женщине периодически проходить медосмотр. Каковы основные симптомы рака молочной железы? Какие виды диагностики и методы лечения существуют? Об этом в нашей программе расскажет врач-онколог, мамолог Мрам Закварчия. Вы смотрите программу «Пациент». Мы выходим в эфир по вторникам на канале Абхазского телевидения. При выявлении рака молочной железы на такой ранней стадии, соответственно, и прогнозы в плане выздоровления будут лучше. Недостаточно информации, и вообще у людей существуют страхи в отношении онкологии. Я всегда пациенткам рекомендую в месяц 1 раз проводить самообследование. Особенно, если речь идет о кровянистых выделениях, обязательно нужно бежать к доктору. Вот такие открытые лекции – очень важное мероприятие сегодня. Это еще раз будет обращать внимание людей на эту проблему. Рак молочной железы является одной из самых острых проблем во всем мире на сегодняшний день. Это самая распространенная онкопатология у женщин. Если говорить о статистике, по данным ВОЗ, ежегодно регистрируется более 10 миллионов новых случаев заболевания. Более 6 миллионов женщин в год погибает от разрушающего воздействия опухолей. В Абхазии ежегодно вновь выявленных около 100 человек. Это данные Национального онкологического центра, но, по словам специалистов, число больных больше, так как есть недообследованные. Ежегодно количество впервые выявленных раков молочной железы растет. Но наряду с этим снижается смертность от рака молочной железы. Это обусловлено как раз скрининговыми программами, то есть увеличивается количество пациентов, у которых выявляется рак молочной железы на ранних стадиях, на доклинических стадиях. То есть это те ситуации, когда пациент в целях профосмотра обращается за медицинской помощью, проводится маммография, проводится ультразвуковое исследование молочных желез, и мы находим опухоли, которые меньше 1 сантиметра. То есть физически пациент не нащупывает, даже доктор при осмотре такую опухоль может не найти пальпаторно. То есть это именно инструментальные такие находки, это называется как раз доклинические формы рака молочной железы. Ну и, соответственно, при выявлении рака молочной железы на такой ранней стадии, это, как правило, первой стадии, соответственно, и прогнозы в плане выздоровления будут лучше. Если выявляется рак молочной железы на ранней доклинической стадии, то это 96% 5-летней выживаемости, то есть это выздоровевшие пациенты. Рак груди у женщин хорошо исследован. Тем не менее, единой теории возникновения этой патологии выработать до сих пор не удалось. Большинство ученых сходятся во мнении, что причиной опухоли является сочетание факторов. В ряде случаев играют роль генетические нарушения, способствуют развитию новообразования гормональный дисбаланс и неблагоприятные аспекты внешней среды, ионизирующее излучение, поступление в организм химических и пищевых канцерогенов, токсинов. Основными факторами риска, способствующими возникновению рака груди, считают гормональные особенности, повышенный уровень половых гормонов в менопаузе, ожирение, сахарный диабет, малоподвижный образ жизни, поздние первые роды, продолжительный прием гормональных контрацептивов и так далее. И, конечно же, наследственность. Специалисты отмечают, что выявленные до 45-50 лет случаи – это наследственная форма рака. Если у женщины в семье есть те, кто болел онкологией, то таким пациенткам необходимо обращаться за профилактическим осмотром в обязательном порядке. И более того, таких пациенток направляют на генетические исследования для того, чтобы подтвердить наличие или отсутствие мутации.
Вообще я всегда пациенткам рекомендую в месяц один раз проводить самообследование. Самое правильное время для самообследования — это первая фаза цикла, когда в молочной железе нет физиологического отека и более комфортно можно прощупать. Это орган, который находится на поверхности. Каждая может в месяц один раз провести такое своего рода самообследование, прощупать на предмет наличия отсутствия узловых каких-то образований, также обращать внимание на контуры кожи молочных желез, то есть если видим какие-то зоны фиксации кожи, втяжения кожи или же втянутый сосок, это обязательно является поводом обратиться к доктору. Также обращать внимание на наличие выделений из сосков, то есть это могут быть, особенно если речь идет о кровянистых выделениях, обязательно нужно бежать к доктору за консультацией. Методы диагностики рака молочной железы — это ультразвуковое исследование, маммография, рентгенологическая маммография и МРТ молочных желез. Каждый метод в том или ином возрасте имеет свою актуальность. Если говорить о молодых женщинах до 40 лет, то это ультразвуковое исследование молочных желез в год один раз. С 40 до 50 лет это ультразвуковое исследование плюс маммография. После 50 лет ежегодно маммография. И здесь хочется отметить, что обязательно интерпретировать результаты исследований должен врач-клиницист, потому что очень часто бывают ситуации, когда мы не можем ограничиться одним видом исследования. То есть бывают ситуации, когда при ультразвуковом исследовании мы ничего не видим, норма, при этом на маммографии мы видим образование. Это обусловлено определенными особенностями опухоли. И наоборот, бывает, мы видим образование на ультразвуке и не видим на маммографии. То есть это взаимодополняющие виды исследования, а не взаимоисчерпывающие виды исследования. И даже бывают такие ситуации, когда при ультразвуковом исследовании, при маммографии мы не выявляем никаких образований, но при этом доктор при осмотре его что-то настораживает. То есть мы видим какие-то изменения, которые не видны на УЗИ и на маммографии. В таких случаях приходится еще прибегать к таким сложным видом исследования, как МРТ молочных желез. И вот с недавних пор МРТ молочных желез стало доступно для наших пациентов в клинике LabQuest. Это на самом деле очень важный момент, потому что не всегда удобно пациентам за исследованием ехать куда-то за 3-9 земель, и докторам не всегда это удобно, то есть записаться куда-то, это занимает и время. Очень удобно, что теперь в Абхазии стал доступен этот вид исследования. В последние годы наблюдается значительный прогресс в разработке спасительных методов лечения рака молочной железы, что вызывает надежду и волнение. Сегодня существует множество вариантов лечения для борьбы с различными типами болезни. Каждые 5 лет радикально меняются подходы, и, соответственно, выздоравливающих людей становится больше. Конечно, при диагностировании на ранних стадиях. Если выявить опухоль на первом-втором стадиях, это когда опухоль локализуется только в молочной железе и нет метастаз в подмышечную область, то пациенты в 96% случаев выздоравливают. На самом деле это огромное количество. В основном методы лечения – это всегда сложный и комбинированный протокол. План лечения пациента всегда формируется консилиумом врачебным, в котором принимает участие хирург, химиотерапевт и врач-радиолог. Если говорить о хирургических методах лечения, здесь, конечно, если даже сравнивать с тем, что было 10 лет назад, если большинству пациенток выполнялась радикальная мастектомия, то есть полное удаление молочной железы, то современные подходы совершенно в корне поменялись. Мы сейчас все реже проводим такие объемы операций, предпочтение отдаем онкопластическим резекциям молочных желез, то есть это те операции, которые подразумевают удаление опухоли и при этом сохранение молочной железы, соблюдая все эстетические моменты. Да? То есть эти онкопластические резекции проводятся по образу и подобию эстетических операций на молочных железах, но при этом еще у онколога, естественно, онколог удаляет опухоль при этом. Конечно, это колоссальный шаг в области хирургии молочной железы. Почему? Потому что здесь психологическая составляющая, конечно, оптимизируется. То есть пациенткам с точки зрения моральной гораздо легче бороться с заболеванием, когда выполняются такие органы сохраняющие операции.
Ну и, соответственно, что касается вот вашего вопроса касаемо химиотерапии, бытует такое мнение, что если пациенту предложена химиотерапия, то значит все плохо. Нет, просто при каждом биологическом подтипе рака молочной железы существуют совершенно разные виды системной терапии. То есть существует 4 вида биологических подтипов, которые рутинно мы выявляем. И при каждом из этих подтипов будет совершенно разное лечение пациента. Кому-то показана гормональная терапия, кому-то показана химиотерапия, кому-то таргетная терапия, ну или показана химиотерапия, а потом уже длительная гормональная терапия. То есть для каждого пациента не случайно консилиумом именно определяется тактика ведения. Бытует такое мнение, что онкомаркеры каким-то образом могут дать достоверную информацию. К сожалению, нет ни одного такого анализа крови, который может выявить рак молочной железы. Только вышеперечисленные виды исследования: УЗИ, маммография, МРТ молочных желез. Только эти исследования инструментальные могут выявить рак молочной железы. Если говорить об онкомаркерах, они совершенно не информативны для первичной диагностики рака молочной железы. То есть если у пациентки будет опухоль в молочной железе, злокачественная опухоль там, в сантиметр, в 2 сантиметра и даже больше, онкомаркеры могут ничего не показать. Мы используем онкомаркеры только в тех случаях, когда у пациента уже верифицирован рак молочной железы, он проходит лечение, и химиотерапевт может назначить онкомаркеры для такого своего рода мониторинга, то есть оценивает уровень онкомаркеров до начала химиотерапии, допустим, и после, да, завершения там, определенной линии химиотерапии. Чаще всего это все-таки больше про пациентов на 4-й стадии, и изолированно, как отдельный вид исследования, мы не используем онкомаркеры. С учетом того, что прямых методов предотвращения рака молочной железы не существует, врачи настоятельно рекомендуют посещать маммолога в целях профосмотра. И это очень важно, так как никто не застрахован, и даже совсем молодые. Необходимо вовремя обнаружить опухоль и обезвредить его, и не допустить ситуацию, когда ничего уже сделать невозможно. И еще стоит отметить, что новообразование на молочной железе может быть не только у замужних, но и у девушек. Наличие или отсутствие половой жизни, а также рождение детей не влияют на вероятность развития различных заболеваний. Из позитивного могу сказать, что я работаю в Абхазии 10 лет. Если сравнивать тех пациентов, с которыми я сталкивалась, когда я только приехала, и тех пациентов, которых я вижу сейчас, это совершенно разные пациенты. Ну и 10 лет назад, если я в месяц раз однозначно встречала бы запущенного пациента с 4-й стадией, с такими вот запущенными формами рака молочной железы, где вот просто ухудшается уже качество жизни, то могу сказать, что сейчас я вижу этих пациентов, вот таких запущенных, раз в полгода, наверное. То есть все-таки здесь можно сделать выводы, что идет тенденция к тому, что люди стали больше обращаться, может быть, мы больше стали говорить об этой проблеме, ну и виды диагностики стали, маммография стала доступна, да, то есть и в частных клиниках возникает возможность, да, то есть в той же клинике LabQuest там возникла возможность выполнения МРТ молочных желез, ультразвукового исследования, маммографии, то есть и пациенты стали обращаться. На днях Ассоциация женщин Абхазии пригласила доктора Мрамзу Кварчи провести открытую лекцию «Женское здоровье и как его сохранить». Эта тема касается каждой женщины без исключения и очень важна для всего нашего общества, считают организаторы. Она напрямую связана с профилактикой и лечением женских болезней, которые влияют на качество жизни и ее продолжительность. Здесь еще возникает вопрос не только личного благополучия женщины, а ведь женщина – основа здоровой семьи, а здоровая семья – основа устойчивого развития общества в целом. Если женщина вовремя не обращается к врачу, если плохо информирована или же получила недостоверную информацию, все это может сбить ее с толку и может помешать пойти вовремя к доктору. А данный формат общения позволяет слушателям получить информацию, как говорится, из первых уст и при желании даже записаться на прием.
Я считаю, что мало информации. Вы знаете, действительно есть барьеры, особенно у женщин. У кого-то, особенно что касается онкологии, вы же знаете, что вообще рак молочной железы помолодел очень. В принципе, недостаточно информации, и вообще у людей существуют страхи в отношении онкологии. Это вот общеизвестно. Оттягивают вот этот визит к врачу. И иногда приходит тогда, когда уже помочь абсолютно невозможно. И поэтому я считаю, что вот такие открытые лекции, когда напрямую ты можешь общаться с профессионалом, причем таким успешным, как Рамза Витальевна, я считаю, что это очень важное мероприятие сегодня. Это очень важно для нас. Но надеюсь, что наши слушатели сегодня получат ответы на все их волнующие вопросы и, может, даже услышат то, что на что они не рассчитывали. Иногда, вот вы знаете, идешь навстречу на мероприятие и думаешь, вот мне важно знать вот какой-то определенный объем информации получить. Но приходишь и узнаешь намного больше. Наверное, у каждого врача есть определенная своя социальная роль, в том числе, да, нести какую-то информацию в массы для пациентов. Это очень важно, на самом деле, проводить такого рода мероприятия, потому что это еще раз будет обращать внимание людей на эту проблему. И, может быть, кто-то, прослушав эту лекцию, пойдет сам в целях профосмотра, покажется доктору, возьмет с собой кого-то из родственников. И это на самом деле очень важно, проводить такого рода мероприятия. И, наверное, это все-таки правильная и неотъемлемая часть работы каждого врача. Также существуют доброкачественные опухоли молочной железы. Это новообразования, которые не инфильтрируют окружающие ткани, не метастазируют и не приводят к системным неблагоприятным последствиям. Чаще всего развиваются из эпителия, но могут исходить и из других тканей груди. Существует целый ряд доброкачественных заболеваний молочных желез. И не все эти заболевания являются предраковыми состояниями. Но если говорить конкретно про облигатные предраки, то это внутрипротоковые папилломы молочных желез, это филоидные опухоли, есть такой, допустим, филоидный вариант фиброаденом тех же, да, это быстро растущие фиброаденомы, которые, как правило, мы не наблюдаем, а сразу удаляем. Ну и, кстати, хотелось бы сказать, что немножко в плане ведения пациентов с доброкачественными образованиями я тоже сталкиваюсь с ситуациями, когда пациентам рекомендуют при каждой кисте, при каждой абсолютно стабильной фиброаденоме рекомендуют хирургическое лечение. Так, конечно, делать не нужно. Научно доказано, что такая доброкачественная опухоль, как фиброаденома в молочной железе, она не имеет связи с раком молочной железы. То есть такие доброкачественные образования мы имеем право верифицировать, то есть подтвердить, что это фиброаденома, и из года в год наблюдать. Если она растет, меняется, это будет показанием к хирургическому лечению фиброаденомы. А если в динамике образования не меняется, мы просто наблюдаем раз в полгода, раз в год. То есть не каждое доброкачественное образование в молочной железе является показанием к хирургическому лечению. Большую часть доброкачественных изменений в молочных железах мы наблюдаем. Очень часто выявляются кисты в молочных железах. Это абсолютно доброкачественные образования, которые, опять же, лечатся малоинвазивно. То есть для того, чтобы убрать кисту из молочной железы, достаточно выполнить такое вот рутинное, примитивное, скажем так, малоинвазивное исследование, такое как пункционная аспирационная биопсия. Во время биопсии содержимое кисты под воздействием вакуума уходит в шприц, стеночки слипаются, вылечили кисту. В большинстве случаев диффузная фиброзно-кистозная мастопатия – это состояние, за которым надо наблюдать и не требует хирургического лечения. Так же, как не каждая фиброаденома должна удаляться, то есть изначально, когда мы выявляем, верифицируем, наблюдаем, и если понимаем, что нет никакой динамики, стабильно все, то можем просто наблюдать за такими образованиями.
Мрам Закварчия, кандидат медицинских наук, в 2019 году защитила диссертацию в Ростовском онкоцентре на тему «Клинико-морфологическая характеристика подтипов тройного негативного рака молочной железы». Эта тема является одной из актуальных, потому что тройной негативный рак является одним из самых агрессивных подтипов, который чаще всего диагностируют у женщин молодого возраста. И чаще всего именно этот биологический подтип ассоциирован с генетическими мутациями, и до сих пор проходят поиски терапевтического метода воздействия на него. А специальность онколога-мамолога Рамза Витальевна выбрала с течением обстоятельств. Когда уже я приехала, у меня была беседа, тогда был министром Маршаня Зураб Георгиевич, да. И я зашла к нему в кабинет и говорю: я хочу быть гастроэнтерологом. Он так на меня посмотрел и говорит: у нас этих гастроэнтерологов очень много, выберите ту специальность, которая необходима Абхазии. И выберите химиотерапию. У нас, говорит, нет в стране химиотерапевтов. На тот момент, по-моему, у нас был всего 1 или 2 химиотерапевтов. Я задумалась и потом пообщалась с коллегами и рассмотрела этот вариант. И все-таки изучила этот вопрос и пришла к выводу, что да, действительно, наверное, было бы целесообразнее выбрать такую специальность, которая в дефиците у меня на родине. Я выбрала онкологию, поступила в ординатуру по онкологии. Полгода я была прикреплена к доктору, к химиотерапевту, и вот полгода я занималась химиотерапией. Но потом я все-таки вот на протяжении этих 6 месяцев все время мучилась какими-то сомнениями. А там ли я нахожусь, где я должна быть? Меня вот тянуло в сторону хирургии. И я откровенно поговорила с доктором, к которому была прикреплена. Я говорю: вы знаете, Анна Эдуардовна, все-таки вот я себя чувствую не на своем месте. Я все-таки хотела бы попробовать себя в хирургии. И она мне очень мудро сказала: тогда идешь в хирургию на несколько недель, иди в маммологию, она мне посоветовала пойти, потому что это все-таки более такая женская хирургия, скажем так. Иди в маммологию, пробуй себя там. Я вот проходила 2-3 недели, смотрела на то, как оперируют коллеги, понимала, что мне это очень нравится, мне все это очень интересно, и спустя 3 недели меня помыли первый раз в операционную, и вот с этого момента началась любовь к этой области. Я в этот самый момент поняла, что все, я остаюсь здесь, я буду врачом-маммологом, мне нравится хирургия молочной железы, и я никуда отсюда уже не уйду. Ну и 1,5 года ординатуры я уже занималась хирургией молочной железы. На 2-м году ординатуры я уже самостоятельно оперировала. В Ростове? Да, в Ростове. И на самом деле надо отдать должное, мне очень повезло с коллективом, с отделением с отделением маммологии Ростовского онкологического центра, потому что каждый врач на самом деле вот с большим желанием передавал свои знания. И это вот просто заложило в меня колоссальную базу. Это бесценно. Потом, конечно, потом я взяла аспирантуру, мне очень не хотелось расставаться с Ростовским онкоцентром, я взяла аспирантуру заочно и при этом приехала в 2015 году, начала работать у нас в онкоцентре врачом-маммологом и параллельно научной деятельностью занималась, периодически ездила в Ростов. И вот в 2019 году защитила кандидатскую диссертацию. Доктор Кварчия в разное время проходила стажировки в Санкт-Петербурге, Казани и Минске. Совсем недавно она освоила новую специальность УЗИ-диагностику. Мрам Закварчия также занимается эстетической маммопластикой, проводит операции в отделении челюстно-лицевой и пластической хирургии Республиканской больницы. Обычно я на консультациях советую своим пациенткам выбрать 1 месяц в году, который они будут посвящать своему здоровью. В этот месяц проводить маммографию, ультразвуковое исследование, УЗИ органов малого таза, УЗИ органов брюшной полости, УЗИ щитовидной железы, рентгенографию грудной клетки. Это в целях именно онкопревенции. То есть я считаю, что каждый человек должен это делать 1 раз в год. Все эти перечисленные виды исследования.
Маммолог Мрамза Кварчи ведет прием в Национальном онкологическом центре, там же проводит хирургические операции. Также ведет прием в частной клинике LabQuest. Далеко не каждая злокачественная опухоль смертельно опасна, но относиться к любой из них следует очень серьезно. Лучший способ избежать рака – профилактика и онконастороженность. Лучше на ранней стадии обнаружить заболевание и приступить к его лечению. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч!